Николай, здравствуйте. В очередной раз мы рады, что вы вышли на связь с Абхазским телевидением для нашей передачи. Скажите, пожалуйста, наверняка вы следите за тем, что, как и в принципе все мы, за тем, что происходит в Тбилиси, в Грузии, происходило и происходит в эти дни. И вот самый главный вопрос, который, например, возникает у нас здесь в Абхазии, это как так получилось, что вроде бы протесты, которые изначально были о принятии закона в первом чтении парламентом об иноагентах, вдруг вылились в скандирование «Сухуми, Сухуми», «Цхинвали, Цхинвали», и как-то все это стало похоже на какие-то вот такие реваншистские лозунги. Здравствуйте, Арифа, очень рад с вами общаться, как всегда. Теперь по существу вопроса. На самом деле все действия, которые приводят к массовым протестам, они всегда выглядят как предлог. Не было бы этого закона об иноагентах, нашли бы любой другой предлог, под которым ситуация была бы дестабилизирована. Причины здесь лежат на поверхности, и их как минимум две. Причина первая. И Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз крайне недовольны текущей позицией грузинского руководства, которое, понятно, что не отказывается ни от какого курса на евроинтеграцию, не отказывается от атлантического партнерства, не пылает особой любовью к России, не собирается совершенно отказываться от своих претензий на возвращение Абхазии и Южной Осетии. Но оно в данном конкретном случае ведет предельно прагматичный политический курс. Оно не хочет присоединяться к санкциям, оно не хочет уклоняться от дополнительных доходов, которые приносит нынешняя волна эмиграции из России, временной или постоянной, неважно, важно, что это доходная статья для многих и многих местных жителей. Оно совершенно не желает возвращать в политическую жизнь прежнюю грузинскую оппозицию во главе с Михаилом Саакашвили. И вот именно это, мелкие, казалось бы, детали, но они очень болезненно сейчас воспринимаются на Западе, потому что во многих направлениях у Запада не получается манипулировать своими союзниками или сателлитами, правильнее будет, наверное, сказать. И поэтому очень хочется поставить их на место и направить общим курсом. То есть почему, допустим, Молдова, идет на тяжелые последствия для своей экономики, но во всем и политически, и экономически поддерживает курс Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза, а Грузия ведет какую-то свою самостоятельную политику. Мы не знаем, но, скорее всего, грузинское руководство все это время испытывает очень значительное давление со стороны своих западных партнеров. Видимо, результаты этого давления их не удовлетворили, поэтому любой ближайший повод был использован. Повод, конечно, тоже не случайный, потому что все прекрасно понимают, что политические перемены, так называемые оранжевые революции, любые потрясения в тех или иных регионах мира, они, как правило, финансово стимулируются через систему некоммерческих организаций или через систему вообще физических лиц. Поэтому государства все стремятся подстраховаться от этой угрозы и соответствующее законодательство создают, будь то Российская Федерация или Соединенные Штаты Америки, у которых этот закон существует, страшно подумать, аж 1938 года. Поэтому понятно, что грузинское руководство испытывало не то что ощущение, а полную уверенность, что возможные протесты пройдут именно от некоммерческого сектора, от тех финансовых средств, которые в него закачиваются с Запада, и, соответственно, оно попыталось принять некие превентивные меры. Скажем так, достаточно либеральные по сравнению с соответствующим американским законодательством. Но, естественно, что те, кто рассчитывал этот канал использовать, они не могли допустить, чтобы у грузинских властей появился инструмент для воздействия, поэтому были спровоцированы как раз эти уличные беспорядки, которые мы наблюдаем в течение уже последнего времени.
Николай, насколько я понимаю, все-таки логика всех этих событий, она ведет, скажем так, к попытке свержения действующей власти. Да? Мне кажется, что не устраивает их в первую очередь грузинская мечта, Иванишвили. И вот как вы думаете, есть ли действительно, вот наблюдая вообще за всем тем, что происходит, вот какой-то такой истеблишмент, какая-то сильная оппозиция в Грузии, и возможно ли это в реальности, вот это свержение? Могут ли они так вокруг этого объединиться? В реальности возможно все, потому что мы не знаем, какой именно торг сейчас ведется между правящей нынешней элитой Грузии, между оппозицией, между так называемыми западными партнерами в лице Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза и его отдельных государств. И сценарии могут быть самые разные. Если как бы грузинская мечта готова идти на существенные уступки, отвечающие интересам Запада и Соединенных Штатов, прежде всего, то вполне возможно, что она у власти останется. Единственное, что, конечно, ресурс, властный ресурс административный у нее существенно поуменьшится, потому что власть, которая продемонстрировала свою слабость, она уже прежней не будет по определению. Если она не готова идти на такие уступки, то, естественно, ситуацию будут доводить до смены власти, и весь вопрос в том, кого именно туда хотят привести. Поскольку Саакашвили при всей своей как бы ненависти к России, как бы при всем своем стремлении вернуть так называемые оккупированные территории, он себя уже достаточно дискредитировал в политическом плане и в Грузии, и на Украине, и механизм его вот прямого возвращения обратно на первые позиции, ну, скажем так, выглядит невыигрышно для Запада. Скорее его могут вернуть как символ, ну вот как якобы умиравшую Тимошенко вернули во время Майдана 2014 года, и она потом вполне себе здравствовала долгое время. Вот так же в качестве иконы его могут вернуть, но ясно, что непосредственные властные рычаги отдадут, скорее всего, другим людям, более адекватным с точки зрения Запада, менее, так сказать, имеющим бэкграунд отрицательный и, скорее всего, более управляемым. Поэтому может быть, что мы увидим новые персоналии, но пока вычленить их из огромного множества там реальных или виртуальных, там, или псевдо вообще оппозиционных политиков, ну, вряд ли сейчас кто-то сможет. То есть это была бы игра в прогнозы, она здесь не совсем уместна. То есть, по большому счету, два варианта. Третьего варианта нет. У грузинской мечты нет никакого внешнего ресурса. То есть, если она как бы не согласится на какой-то приемлемый для Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза компромисс, ее просто сметут и заменят новыми людьми. Если согласится, то, скорее всего, она власть удержит, но это будет уже другая власть по сравнению с предшествующими временами. А вот интересно, то, что вы имеете в виду как некие уступки, да, компромиссы, на которые могла бы пойти грузинская мечта, это что может быть, вот к примеру? Это может быть только одно. Это может быть официальное присоединение к санкциям, это может быть ужесточение политического курса по отношению к Российской Федерации. Вряд ли, хотя, как бы, может быть, это для кого-то и было бы желательно, это будет прямое вооруженное столкновение или, как говорят на Украине, открытие второго фронта. То есть грузинская мечта на открытие второго фронта, на мой взгляд, точно не пойдет, неважно, где его открывать, в Абхазии или в Южной Осетии или еще где-то. Поскольку она отражает интересы, прежде всего, той части грузинского общества и той части грузинских избирателей, которые воевать не хотят и которые четко усвоили уроки пятидневной войны. Другое дело, если грузинская мечта как раз будет от власти отстранена и придут к власти новые силы, то тут весь вопрос в пропорциональном присутствии радикальных политиков среди этого нового политического истеблишмента. То есть, если туда введут достаточное количество радикалов, может быть, на полномасштабную войну они-то и не решатся,
А вот на целый ряд там вооруженных провокаций, ну, чем славна была в свое время и граница Российской Федерации, или там границы ДНР, ЛНР с Украиной весь период с 2014 года, они могут решиться. И там уже последствия могут быть самыми непредсказуемыми. То, что звучат выкрики на Сухум, ну, это, на мой взгляд, так сказать, элемент публичной повестки, то есть это такое ритуальное заклинание, которое показывает, что те, кто стремится к власти, они не собираются менять какие-то базовые ценности грузинской государственности. То есть это всегда необходимая повестка, да, любого митинга, то есть сказать, что абсолютно, вот... Абсолютно. То есть это вот как в свое время необходимой повесткой для человека, проживавшего там в Московской царстве или в Российской империи, было отношение там, допустим, к православию как к первенствующей конфессии. Вот точно так же у современного грузинского общества это отношение к вопросу Абхазии и Южной Осетии. То есть ни одна пока грузинская элита, какая бы она ни была, сколь бы оппозиционная она ни была по отношению к действующей власти, она не имеет отличий по одному вопросу. Весь грузинский политический спектр однозначно видит Абхазию и Южную Осетию в составе Грузии. Иной повестки там просто нет. Ну, может, есть какие-то маргиналы, но это именно маргиналы. Потому что, ну, точно так же, как я не знаю людей в абхазском политическом спектре, которые видят Абхазию в составе Грузии. Может, такие, конечно, и есть, но я даже на маргинальном уровне таких не знаю. Поэтому здесь совершенно очевидно, что нужно обязательно подчеркнуть и эту ритуальную фразу произнести. Потому что, не дай бог, ее не произнесешь, и оппоненты тут же этим воспользуются и скажут: они готовы сейчас вот тут поступить совсем, лишь бы как бы захватить власть. То есть нужно вот эти кодовые слова произнести, и они произнесены. Ясно, что ситуация 92 года сейчас невозможна. Не тот уровень турбулентности общества, не те лидеры, как бы, не та степень готовности, потому что им то, что происходило 30 лет назад, и то, что происходило в 2008 году, очень многих отрезвило и сформировало впечатление, что военным путем просто так этот конфликт не решается. И плюс к тому, сейчас очень существенно ситуация отличается от 1992 года, то есть на границах стоят российские пограничники с Абхазией, с Южной Осетией, ну и военные базы присутствуют. Одна военная база там в Скинвале, по-моему, больше, чем весь остальной город вместе взятый. То есть ясно, что никакой там легкой победы, никакого триумфального шествия не будет, ни при каких обстоятельствах, пока, по крайней мере, нет к этому никаких предпосылок. Но заявить о том, что такая цель стоит, это очень важно. То есть это в том числе и борьба за поддержку и за голоса тех радикальных избирателей, которые не видят ничего, кроме того, что нужно вооружиться и обязательно вернуть утраченное, неважно какой ценой. Но это как бы маргинальная часть грузинского спектра, и я не думаю, что она будет задавать политическую повестку. Николай, большое спасибо, стало много яснее. Спасибо, что ответили на наши вопросы.